Лицами, совершившими акт вандализма на площадке Вечного огня в Печоре, оказались подростки в возрасте 11 и 12 лет. Оказалось, это учащиеся специальной коррекционной школы. Установить их помогли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что и сами они, и их родители давно состоят на учете органов профилактики. Кто же теперь понесет за это ответственность, знает Ксения Лосева. Скульптурный памятник, изображающий воинов-освободителей, был передан печорцам в дар к 30-летию победы над фашизмом. С тех пор мемориал «Никто не забыт» стал священным для всех жителей и гостей. Случившееся здесь в ночь с 12 на 13 октября многие восприняли как личную трагедию. Новость об акте вандализма, конечно, произвела на печорцев удручающее воздействие. Никаких эмоций, кроме негативных и всплеска негатива вызвать это не могло. Конечно, буря осуждения, буря непонимания и глубокого удивления возможности вообще такого события в современном мире. Кому и, главное, зачем понадобилось сжигать траурные венки на Вечном огне? Вопросов поначалу в этой истории было больше, чем ответов. Благо рядом работают камеры видеонаблюдения. Они показали лицо вандалов. Ими оказались школьники 11 и 12 лет. Полиция быстро восстановила картину ЧП. Как приятели сначала столкнули венок в чашу памятника, а затем вытащили конструкцию на траурную плитку. Согласно полученным в ходе проверки данным, подростки являются учащимися специальной коррекционной школы-интерната. Сами они в связи с неоднократным противоправным поведением, а также семьи, в которых они воспитываются, состоят на учете органов профилактики, в том числе отделе по делам несовершеннолетних городского отдела полиции. В связи с недостижением несовершеннолетними возраста привлечения к уголовной ответственности, собранные в ходе проверки материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего принятия мер. Кроме того, в рамках проверочных мероприятий следователями и прокурорам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики на предмет полноты и своевременности принятых ими мер в отношении подростков и их родителей. Ксения Лосева, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Печора.